Процент готовности объекта 45. Самое сложное позади. Возведены все корпуса, установлена большая часть кровли. На участке готова ливневая канализация. Территорию благоустроят через месяц, а прежде займутся фасадом. Материалы обшивки одна из местных компаний должна поставить на следующей неделе. Планируем в октябре закрыть полностью контур окнами. То есть нам осталось закрыть 1000 квадратов. Так, значит, смонтировать узлы учета, то есть узлы учета по отоплению и запустить отопление. То есть мы запускаем отопление, так как оно стояковое, то есть мы можем запускать стояками, либо и делать по отсечку, то есть вот как я говорил, по дифференционным швам. То есть и начинать делать внутреннюю отделку. Ну и задача стоит, не забывайте еще, значит, утеплить фасад. Уже сейчас понятно, школа удивит размахом. Строят учреждения по самым современным стандартам. Четырехэтажное здание соединяет учебный и общешкольный блок, а вот столовая возведена отдельно. С главным корпусом ее соединяет вот такой теплый переход. Дальше идут несколько крытых спортивных залов, а вот большой стадион появится на другой стороне школы. Там будет баскетбольная и футбольная площадка. Последний этаж технически предназначен для обогрева. При помощи датчика специальные радиаторы будут менять температуру. С подогревом даже сливы на крыше, чтобы избежать обледенения. Кроме того, объект будет доступен школьникам с ограниченными возможностями. Предусмотрены лифты, пандусы ко всем входам в здание, санузлы на каждом этаже. А настоящим достоянием школы может стать актовый зал на 600 мест. Вдалеке у нас сцена, здесь у нас, получается, будут посадочные места. Посадочные места расположены как в кинотеатре. Амфитеатры, да. Прежде предполагалось закончить все работы к концу этого года, но строительство вновь идет с отставанием. Вместо 300 необходимых человек здесь трудится всего 75, причем это исключительно приезжие работники. Подрядчик утверждает, местные на работу не идут, хотя зарплата средняя для республики – 30-35 тысяч. Впрочем, депутаты и общественники уверены, эта информация недостоверна. Условия оплаты труда их не устраивают. То есть то, что сегодня было озвучено, на самом деле не соответствует действительности. Но и вот нет заинтересованности, мы это увидели сегодня на объекте, в том, чтобы принимать людей сюда и на самом деле работу ускорить. Конечно, есть, вероятнее всего, и другие причины. Может быть, и нет возможности оплатить работу этих людей. Но эти проблемы все равно, наверное, должен решать подрядчик, если он взялся это здание возводить. Я вас уверяю, и как все-таки многие годы руководитель лесного института, где есть строительный факультет, все традиции пока сохранены, но вот очень печально, что сегодня, и нам об этом говорил подрядчик, нет мотивов работы строителей нашего города, республики на таком, я считаю, престижном объекте. Изначально из бюджета Сыктывкара было выделено 15 миллионов рублей на разработку проекта. Еще 150 заложено на первоначальный этап строительства. Затем проект поддержали федералы. Из необходимых 830 они выделили 440 миллионов. Но пока на строительство объекта республика получила лишь 110, из них освоено около 90. Дело в том, что деньги, согласно федеральной программе, выделяются по мере завершения строительных работ, а потому прогнозы неутешительные. Одно из условий плюс ввод школы, а так как мы ее не сможем ввести, то мы не сможем все 440 миллионов освоить. А те, что уже Отдали, вернем? Нет. Но мы отдадим деньги, которые мы не освоили, и мы их больше только не те получим. Да. И снова ляжет это бремя опять на республику завершать строительство. Дальше только за свой счет. Кстати, оборудование для новой школы уже практически готово. Его закупкой занимался заказчик и ориентировался на сроки, указанные в гарантийном письме. Поставка материалов ведется, теперь необходимо найти для них складское помещение. К слову, старый баннер со сроками строительства, а там еще указан 2016 год, депутаты посоветовали заменить. Таисия Жакова, Алексей Прошуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.